История дзюдо началась в конце XIX века в городе Токио. Студент Токийского университета Дзигоро Кано с детства был физически слаб и для укрепления здоровья решил заняться традиционной японской борьбой дзюдзюцу. Постигнув основы, Дзигоро задумался об усовершенствовании этого боевого искусства. Однажды, сидя в библиотеке, Дзигоро наткнулся на заметки одного мастера, который, прогуливаясь по саду, увидел снег, падающий с неба. Мастер заметил, что под тяжестью снега ветви одного дерева не ломались, а гнулись, после чего снова выпрямлялись. «Победить, поддавшись!» — воскликнул он. Озарение посетило Дзигоро Кано, и он понял, для победы над более сильным соперником надо поддаться и в нужный момент использовать его силу против него. Кано решил на базе дзюдзюцу создать новое боевое искусство, положив в его основу принцип мягкости и назвал его дзюдо. Спустя некоторое время он открыл свою первую школу – Дадзё Кодакан. Совместные усилия Дзигоро Кано и его учеников позволили дзюдо выйти за рубежи Японии. В России дзюдо появилось благодаря Василию Сергеевичу Ощепкову. Василий был отправлен учиться в Токио, где впервые знакомится с дзюдо. Показав свою склонность к борьбе, он был приглашен для обучения в Кодакан. После этого Ощепков переезжает во Владивосток и сразу же организовывает первый в России кружок дзюдо и проводит одни из первых международных соревнований. Василий Сергеевич добивается того, чтобы дзюдо ввели как обязательную дисциплину для всех студентов в СССР. Ученики Ощепкова стали разрабатывать на основе дзюдо новое боевое искусство – самбо, которое вобрало в себя различные техники борьбы традиционных народов СССР. В 1964 году дзюдо вошло в программу Олимпийских игр. Советские спортсмены сразу же включились в спор за лидерство и уже на первых соревнованиях в Японии завоевали бронзовые медали. А уже спустя 10 лет советские дзюдоисты заполучили заветное золото. Вот уже больше 100 лет дзюдо активно распространяется по всей планете. Это боевое искусство отражает все формы познания окружающего мира, философию жизни, науку борьбы и искусство владения духом и телом. Благодаря этому дзюдо стало одним из самых популярных и любимых видов спорта во всем мире.